Видеоока «Аносплав» находится в штабе общественной поддержки Республики Коми. Василий Петрович Лобанов является депутатом города Сыктывкара. Светлана Васильевна является членом комитета ассоциации выпускников, активным участником «Аносплав», доктором медицинских наук. В эти дни происходит празднование 94-й годовщины со дня образования Сыктывкарского медицинского колледжа. Пожалуйста, Светлана Васильевна. Уважаемый Василий Петрович, уважаемый Константин Викторович, да, действительно мы собрались сегодня сюда, чтобы поздравить с праздником 94-летней годовщины медицинского колледжа и медицинского. В прошлые годы это училище было. Оно было образовано в Республике Коми очень давно, и моя мама еще закончила это медучилище в 1944 году. Она была фельдшером, отправлена в Шелье-Бош. И там она работала вместе с врачом. Врач и фельдшер. И это очень серьезные годы были, когда нужно было абсолютно отвечать за весь регион. Усинский, тогда это был Усинский район, и надо было ездить по реке Печоре, надо было ездить по всем точкам, чтобы помогать больным. И река была очень огромная, большая, и мама рассказывала, как это было сложно. Я тогда родилась, она даже со мной ездила на лодке, чтобы оказать помощь многим пациентам того времени. А потом, фамилия мамы была Чисталева Татьяна Петровна. А по папиной линии она была Бузова Татьяна Петровна. Там в различные годы различные были фамилии, у мамы. А я поздравляю это медучилище, потому что в молодые годы, в 70-е, я тоже работала там преподавателем. Тогда работала в республиканской больнице. Это были блестящие работы, поставленные в медучилище, потому что там работали все практически врачи республиканской больницы. Поэтому бывшие работники, и медицина была прекрасной тогда, и студенты были замечательные. Сейчас они работают медицинскими сестрами уже в возрасте все, и все вспоминают этот период, когда мы давали базовые знания в медучилище. Поэтому я с удовольствием поздравляю всех работников медицинских, которые как-то были задействованы в этом училище, и всех студентов, которые тогда были у меня и в нынешнее время продолжают это очень полезное дело для человечества. Пожалуйста, Василий Петрович, немножко, как вы связаны с медучилищем? Уважаемые учащиеся медицинского колледжа, ветераны медицинского училища, преподавательского состава. Конечно, от всей души хочу поздравить с 94-летием со дня образования. Медицинский колледж, а в свое время, когда я в нем учился, он назывался медицинское училище, для меня это были первые стены после школы. Когда я пришел молодым, красивым, определившийся с будущей профессией, мне очень понравилось учиться в медицинском училище. Мне понравилось, как преподаватели нам доводили знания, насколько это были знания нужные, показала жизнь. Я очень горжусь тем, что я учился в этом медицинском училище, медицинском учреждении. Пройдя армейскими дорогами, где я выполнял обязанности санитарного инструктора, неоднократно лечил ребят, наших солдат, когда еще была советская армия. И выполняя
служебные обязанности в органах внутренних дел. И также, участвуя в контртеррористической операции в Чеченской Республике, знания медицинские очень понадобились, да. Потому что необходимо было принимать мгновенные решения по спасению людей. Ну а также после МВД я перешел в систему МЧС. Конечно же, медицинское образование, оно и там мне очень сильно пригодилось. Скажу честно, после медицинского училища я еще обучался в средней школе милиции, когда работал участковым инспектором, и закончил Санкт-Петербургский университет МВД по специальности психология. Поэтому, да, медицина всегда была где-то рядом. Поэтому хочу пожелать всем преподавателям, всем студентам счастья, учебного, здоровья, чтобы знания, которые вы получите в стенах медицинского колледжа, вам пригодились, и вы умели ими пользоваться. А самое главное, цените дружбу. Студенческие годы, они запомнятся на всю жизнь. Цените своих преподавателей и постарайтесь передать все то, что вы получите в медицинском колледже, своим потомкам или ученикам. Спасибо. Благодарю, Светлана Васильевна. Спасибо. Благодарю, Василий Петрович. Быть добру.